Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашу соперницу. Посмотрим, что она о вас думает, какой она вас видит и что намерена делать, если, конечно же, намерена. Все, у кого есть соперницы, если для вас эта тема важна, актуальна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на эту женщину. Если знаете имя, назовите имя. Если не знаете, просто представьте ее, образ представьте. Да? И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы Так, мои хорошие, ну давайте разбираться с вашей соперницей. Так, очень четко тут высшие показали вас и ее. Обратите внимание на центр рисунка. Вот это она, не знаю, курица, ворона, кто, какая-то птица, да, назовем так, птица с дыркой внутри. То есть, ну, абсолютно никчемное, слабое существо, еще и продырявленное, да еще и, видите, крылья какие-то у нее неполноценные. Типа из себя строит, да, а по факту ничем никем не является. Вас очень четко показали львица. Видите, профиль льва. Вот, видите, как красиво. Вы львица. Вы непростая женщина. Ой, непростая. У вас сила скрыта, просто невероятная. Кто-то знает о себе, а кто-то даже и не догадывается. Девочки, я вам больше скажу. Вы с непростого рода. В вашем роду были женщины такие сильные, такие мощные. Знаете, прям вот кого-то прям ведущие матери были, там знахарки, целительницы. Там у кого-то прям и руководительницы женщины были. Прям мощь ощущается. Энергия прям такая, железобетонная, такая, которая пробивает все и сразу. Ой, непростая вы женщина. У вас, кстати, магия в крови. Магия, вот такие сильные энергии в крови, они у вас, знаете, как бушуют, постоянно вот двигаются. Вижу, что не умеете вы со своими сильными сторонами договориться. Вижу, что иногда сами от себя страдаете. У вас вообще по жизни врагов-то особо и нет. Единственный ваш серьезный враг – это вы сами. Вы сами и ваше неумение пользоваться своими силами, своими возможностями и своими способностями. В чем это выражается? В том, что вы очень импульсивная, в том, что вы очень гордая и в том, что вы очень решительная. Вот как что решили себе, все, вас не отговорить. Не отговорить, не сдвинуть, не передвинуть. Вы сами себе можете вредить этим. Смотрите, как вас здесь четко показали. Вот она, воительница. Стоите с щитом и с мечом. Причем меч у вас наголо, да, на поготове. Вот сейчас всех порублю. Да, вот кто подойдет, там, любого врага порублю, в капусту порублю. Вот такая вы сильная. Мужчина ваш, вот он, видите, у ваших ног. Он не с ней, да, ни сердцем, ни душой, ни телом. Он не с ней, он с вами. И он у ваших ног. Те проблемы, которые в ваших отношениях случились, там, либо происходят, это не по вине этой разлучницы, там, соперницы, другой женщины. Это лишь только ваш сильный характер, ваша гордость и ваше нежелание, неумение, да, например, договариваться, либо быть более какой-то лояльной, не знаю, гибкой, возможно. Вот если бы вы овладели хотя бы, наполовину тем, что я перечислила, девчонки, цены бы вам не было. Вы бы этот мир покорили. Понимаете?
Покорили бы, тут даже без вопросов. Какие там соперницы, Господи, какие курица, да, что это курица общипанная, да, ворона драная, что она может против львицы сделать? Вот скажите мне, пожалуйста. Да, она может вас дразнить, да, она может как-то там, ну, не знаю, цеплять, но не более того. Она ж, смотрите, как вас боится. Она по сравнению с вами пустое место, и она вас боится. Понимаете? Вот имя ваше просто слышит, имя, да, ну кто-то случайно там ваше имя назвал, там другого человека позвали, а у нее прям дрожь по телу идет, ее то в жар, то в холод кидает. Понимаете, насколько она вас боится? Не соперница она вам, абсолютно, ничего у нее нет, ничего интересного в ней нет. Вообще она сама какая-то, ну просто бесцветная, пустая, и мне даже как-то вот кажется искусственная. Вот как что-то в ней есть искусственное. Да, она играет, да, она актриса, да, она там умеет, да, умеет, напрактиковалась, но с ней скучно, с ней все какое-то вот прям пресное, никакое. На что она его брала? Да на то, что она ему поклонялась, девочки, поклонялась. Вы же никогда не будете мужику поклоняться, ни ему, ни любому другому. Вы не такая, вы гордая, никогда вы не будете это делать. А она это делала. Она, смотрите, как перед ним на коленях ползает. То есть вот все, что хочешь, только пожелай, там, любую твою хотелочку я исполню, да, ну вот будь со мной. Вот этим она его берет. Как какой-то, ну, как рабской позиции, да, что вот я твоя рабыня, ты мой там господин, хозяин. На это она берет. Когда он с ней, он хозяин. Когда он с вами, вы хозяйка, понимаете, а он раб. Вот в чем разница. Ну так вот, девочки. Кто подозревает, что она магию делает? Да, делает. Вот смотрите, кому-то ходит, видите, деньги носит, и сама что-то там тужится, пыжится, делает. Но это все ерунда. Абсолютная ерунда. Почему? Потому что ваша магия, врожденная, та, что у вас в крови, она гораздо сильнее, чем любые другие магии. Да? Это вам не страшно. Чего вам следует опасаться? Ну, я уже сказала, своего характера и своего психоэмоционального состояния. Этого вам следует опасаться. Иногда вы собой не владеете. Иногда вы можете наломать дров, и опять же гордость не позволяет вам все как бы вернуть вспять, отмотать, да, наладить или там, не знаю, помириться, договориться. Вот надо работать, девочки, над собой, работать, обуздать свою эту нервную систему, обуздать свою гордость, и вам будет гораздо легче, вам будет гораздо проще. Вот ситуация здесь и сейчас. Вот она вы. Охраняете свое сердце. Сердце, семью, да, свою любовь. Руками закрыли, охраняете. А вот она, эта мерзкая ворона, лапой пытается украсть ваше сердце. Но у нее не получится. Не получится, пока вы руки не уберете. А вы можете руки убрать. Вот психанете, скажете: ах, зачем ты мне нужен? Иди к этой другой женщине. И все. И вы его потеряете. Потому что сами руки убрали и говорите: ах, не хочу. Вот если вы это сделаете, она украдет. Если вы до конца будете беречь, говорить: это мое, подойдешь, и тебе он клюв сверну, лапы повыдергиваю, так она и не подойдет. Мало того, что не подойдет, так еще куда-нибудь забежит, спрячется. Потому что она вам не ровня. Не может она с вами тягаться ничем. Понимаете, ничем. Она пустое место. Вы львица, а она вон птица драная. Чем она может с вами тягаться? Девчонки, надо работать над собой. Плюньте вы на эту соперницу. Работайте над собой и над вашими отношениями с мужчиной. Сейчас вот оно положение. Он у ваших ног. Постарайтесь хотя бы его с колен поднять. Да? Пусть он хотя бы рядом с вами стоит. Поверьте, отношения улучшатся. Он забудет про этих всех соперниц. Господи, она ему даром не нужна. Она неинтересная, ему с ней скучно. Да, он с ней там
как реализуется как мужик в плане того, что вот она там на коленях перед ним ползает и исполняет все его мечты и желания. Но опять же, оно все надоедает. Он не этого хочет, не ее он хочет, он вас хочет. Он хочет с вами быть, ну, хотя бы как в партнерских, да, отношениях, пусть не ровней, но в партнерских отношениях, чтобы вы ему доверяли, чтобы вы в нем мужика видели, а не пустое место. Вот этого он хочет. Если вы ему это позволите, да, другие женщины ему и даром не нужны. Вот он у вас, с вами, у ваших ног находится. Вот так вот, девочки. Работайте над собой, меняйтесь. Мужика этого от себя не отдаляйте. Не отдаляйте, а наоборот, позвольте ему, ну, как-то поучаствовать, как-то себя проявить, показать. Я знаю, что вы сильные, я знаю, что вы привыкли действовать самостоятельно, ни на кого не отглядываться, да, не ждать ни от кого каких-то действий. Но дайте ему какое-то задание, но позвольте ему проявить себя, девочки. Не отдаляйте, не отклоняйте. Он все сделает ради вас, он хочет быть с вами. Хочет, но вы как-то ему не разрешаете, не позволяете. Он не уйдет по своей воле от вас, только лишь если вы его выгоните. Вот. Он это знает, она это знает, только вы почему-то об этом не знаете. Поработайте над собой. Может быть, вам к психологу нужно походить. Может быть, вам нужно какую-то литературу почитать, да, какие-то практики поприменять. Вот надо что-то в себе, девочки, поменять. Вы очень мощная, вы очень сильная. У вас прекрасное будущее впереди. Еще раз говорю, да, нет врагов. Только сами себе можете попортить. Вот именно своим характером, своими нервами, своими психами. От этого нужно избавляться, либо это нужно, как строго контролировать. Тогда все хорошо будет. По поводу этой соперницы, ее тут разочарование ждет. Она все равно счастливой не будет. Что-то с ней не так. Вот что-то не так. У нее то ли какая-то метка есть, то ли у нее какая-то карма тяжелая. Она ведь несчастливая, мои хорошие, абсолютно несчастливая. Она мужикам нравится, внешне нравится. Мужик с ней пообщался, там, переспал, да, либо просто там пообщался. И уже все, интерес потерял. Оно пустое, оно никчемное. И такое, знаете, приставучее, липучее. Вот как репях, да, репях, который прицепился и колется, и вот невозможно его оторвать, отодрать. Она... Может, у нее как семьи нету, либо у нее отца, например, не было. Она ведь не только мужа себе ищет, она себе ищет как отца, да, как там папика себе ищет. У нее тоже какие-то проблемы серьезные. Ну ладно, нас это не касается. Единственное, что хочу сказать, бояться вам ее не стоит, ничего хорошего ее не ждет. Она вас боится, вам ее не надо бояться. Это она пусть боится. Тем более, видите, да, кто она против вас? Никто. По поводу мужчины, я уже сказала, да, дайте ему шанс. Дайте ему шанс, позвольте просто быть рядом. Поверьте в него. Не такой уж он плохой, не такой уж он гулящий. Вот. Научитесь владеть своей силой своего характера и пустите его в правильное, эту энергию пустите в правильное русло. В работу, в какие-то дела, в какие-то увлечения, в какие-то достижения. Поверьте, вы можете. Вы любую гору свернете, перевернете в песок, руками голыми сотрете. Любую гору, любой гранит, любой камень. Вы можете, вы такая. Вы такая. Возможно, эта ситуация вообще в принципе у вас даже возникла в жизни только лишь по одной причине, чтобы вы над собой поработали, чтобы вы пересмотрели какие-то свои жизненные аспекты, да, свое внутреннее состояние. Есть над чем работать, девочки, есть. Не страшна она вам, только лишь если вы психанете и скажете: не хочу. Только в этом случае она может добиться успеха. Она это знает. А вот вы почему-то этого не знаете. Не знаете.
Так, мои хорошие, давайте еще на Кипере вам посмотрю. На нее, на вас и подсказочку. Да, еще вам подсказочку возьмем. Хотя, в принципе, песок нам все уже четко, очень ясно объяснил, показал. Высшие постарались. Так, ну что, ваша соперница только о мужике и думает. Либо за мужиков только и думает. Ну да, ну понятно. А теперь вы. Ну и совет. И подсказочка. Ай, ну красота, девочки, красота, как я и говорила. Смотрите, по поводу вашей соперницы. Думает она только за мужиков, хочется ей прям мужика, причем не только вашего, любого хочется. Да? Любого, кто бы смог поменять ее жизнь к лучшему. Вот она никчемная, ничего из себя не представляет. Сама ничего в жизни добиться не может. И думает, что вот мужика бы мне хорошего, да, вот тогда бы я зажила. Вот тогда бы я вот такой красавицей стала. И жизнь бы у меня прям классная случилась, сложилась. Все бы было замечательно. Абсолютно никчемная женщина ничем хорошим не закончится. Это я вам гарантирую. Что касается вас. Девочки, а у вас какие-то прям крутые перемены ждут. Очень крутые. Очень приятные вести вас ждут. Какая-то поездка судьбоносная. Вот прям вот она в воздухе. Понимаете, информация об этом летает. Прям буквально вот со дня на день поедете. Либо кто-то приедет, либо вас куда-то направят. И смотрите, деньги ждут, подарки ждут, возможности ждут. Да? Вот видите, карта. Много денег. Вот так она называется. Это то, что вас ждет. Доход, прибыль, подарки, исполнение мечты, какие-то прям возможности, ну, грандиозные. Девчоночки, обратите на это внимание. Что касается подсказки по поводу вашей соперницы, она не сможет его удержать. Абсолютно не сможет. Она никто. И звать ее никак. Вот она вы. Королева, вот она прекрасная женщина, вот она женщина, кому идет любовь. Любовь взаимная, счастливая. Видите, шанс в любви, шанс в личной жизни. И вот как эти голубочки, да, на всю жизнь вдвоем. Дайте мужчине шанс. Вот как песок вам говорил, дайте ему возможность, приблизьте его к себе, поверьте в него. Пусть он хоть немножечко проявится, девчоночки. Не надо эту гордость, не надо эти психи. Будьте более открытые и дружелюбные. У вас все наладится, все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.